Мало купить противогаз или пошить ватно-марлевую повязку. Важно еще и уметь воспользоваться средствами защиты. Эти навыки школьники оттачивают на уроках по основам безопасности жизнедеятельности. Ну и всем остальным важно освежить знания. Специалисты МЧС по Коми решили напомнить жителям республики о простых правилах, которые смогут спасти жизни. Анастасия Тюрнина все запомнила. Наши главные помощники – сотрудники МЧС по Коми. Ватно-марлевая повязка – простейшее средство защиты органов дыхания. Изготовить можно в домашних условиях при помощи подручных средств. Для этого необходим кусок марли длиной 100 см и шириной 50 см. На детское защитное средство материала понадобится немного меньше. В центр необходимо положить кусок ваты. Далее необходимо накрыть вату свободными концами марли с обеих сторон. Переходим к изготовлению завязок. Для этого необходимо разрезать свободные от ваты края марли по середине. Изготовить одно дело, важно еще и правильно использовать. От того, как наденешь на себя маску, зависит и то, насколько полноценной будет защита. Ее необходимо поднести к лицу, плотно закрыть подбородочек, чтобы она плотно прилегала к подбородочку, а верхний край ватно-марлевой повязки должен доходить до глазных впадин. Нижние концы повязки завязываются на темени, верхние – на затылке. Самодельная маска должна плотно прилегать к лицу. Открытыми остаются только глаза. Если существует угроза выброса хлора, ее нужно смочить в 2% растворе соды, если аммиака – в 5% растворе лимонной кислоты. Противогаз же защищает органы зрения, дыхания и кожные покровы от радиационного воздействия, отравляющих и биологических веществ. Прежде чем надеть защитное средство, необходимо проверить, плотно ли закреплен фильтрующий элемент. После нужно задержать дыхание, закрыть глаза и единым движением надеть противогаз. При поступлении команды газа закрываются глаза, задерживается дыхание. Противогаз нужно надеть за 7 секунд. Если больше 10, норматив не выполнен. Но такое время дается при различных проверках навыков. Выдох же производится для того, чтобы попавшие в маску ядовитые вещества вышли через фильтр. Анастасия Тюрнина, Роман Боровиков, телеканал Юрган.